Доброе утро, Якутия! Начинаем новый рабочий день. И, как всегда, с полезной информацией. Сегодня у нас столько всего просто не рассказать. Расскажем про удивительную книгу, которая учит правильно питаться. Какой должен быть настоящий рабочий день с утра, чтобы он был эффективным, удачным, успешным. Поделимся с нашими гостями о том, как правильно себя вести в лесу. Расскажем, что делать при чрезвычайных ситуациях. Все это и еще многое другое только у нас. Оставайтесь вместе с нами на протяжении всего дня. Подписывайтесь на телеграм-канал «Утро Якутии» и будьте не только в центре последних новостей, но и всегда в хорошем настроении. Ну, а прямо сейчас спешим поделиться, как правильно начинать свое утро. Утро должно быть бодрым, насыщенным, но самое главное правильным, потому что это залог вашего успеха. Просыпайтесь раньше обычного. Ранний подъем включает в себя достаточно преимуществ. Утренние дела выполняются спокойно и уравновешенно. Процесс не превращается в беготню. Это дает возможность размеренно подготовить себя к работе и начать выполнять новые задачи раньше других, проведя первые часы после пробуждения без стресса и торопливости. Человек становится продуктивнее и в середине дня сохраняет положительный настрой. Улыбайтесь и думайте о хорошем. Чтобы правильно начинать день, постарайтесь улыбнуться сразу же, как проснетесь. Ученые подтверждают, что улыбка как при пробуждении, так и днем стимулирует выработку эндорфина, дофамина и серотонина, веществ, ответственных за хорошее настроение. Это способствует укреплению иммунной системы. Заправляйте кровать. Застелить постель – один из самых простых приемов в том, чтобы стать дисциплинированнее, ответственнее и продуктивнее. Вы создаете не только визуальный порядок в комнате, но и упорядочиваете себя внутри. Это простое и быстрое действие, говорящее о правильном начале дня. Вы уже выполнили одну задачу, и она оказалась легкой. Привычка заправлять кровать дает понять, насколько важны детали, как они могут становиться ключевыми звеньями в цепочке дел и прокладывать путь к большим проектам. Когда вы придете домой вечером и увидите аккуратно сложенную постель, то поймете, что верно поступили утром. Пейте теплую воду с лимоном. Выпейте стакан воды с соком целого или половины лимона после чистки зубов. Это полезно для здоровья. Лимонный сок очищает почки и печень, стимулирует их к эффективной работе. В лимоне много витамина С, одного из ключевых веществ, необходимых для сохранения крепкого иммунитета. Вода с лимоном стабилизирует кислотно-щелочной баланс в организме, препятствуя вымыванию полезных веществ из костей и тканей. Делайте зарядку. Утренняя зарядка расслабляет мышцы после сна. Да, они остаются напряженными после этого. Усиливает кровоснабжение тканей и внутренних органов. Используйте обычные упражнения, растяжки или простые позиции из йоги. Сеанс 10-15 минут приведет тело в порядок и настроит его на производительный день. Медитируйте. Начните день с утренней медитации в тишине. Она имеет несколько положительных эффектов. Нормализует эмоциональный фон, снижает стресс, повышает стрессоустойчивость, укрепляет иммунитет. Не обязательно достигать медитативного транса. Просто расслабьтесь, сосредоточьтесь и проведите в спокойном расположении духа несколько минут. Завтракайте здоровой пищей. Об этом говорили и скажут еще тысячи раз. Завтрак – главный прием пищи для человека, особенно для тех, кто старается жить эффективно. Полезный завтрак насыщает до середины дня, поддерживает концентрацию и дает энергию. Создавайте. Прежде чем поехать на работу, посмотрите новости, проверить почту или отправиться на собрание. Создайте. Пусть это будет пост в блоге, рисунок, вышивание, видео, фото или инфографика. Неважно. Главное не обязанности, а творчество, которое позволит правильно начинать день. Утренние привычки могут как построить рабочий день, так и разрушить его. Используйте эти советы, чтобы каждое утро начиналось с удовольствия от жизни и заботы о себе, а уже потом о работе. Заботой о вас повторяем правила, как начинать хорошее утро. Ну а прямо сейчас давайте вернемся к правильному питанию. Глубокое исследование современной культуры потребления еды от эксперта Майкла Пола. Под едой автор понимает здоровую, настоящую, простую пищу, а не ту, что мы видим в магазинах, в привлекательных упаковках и заявленную как полезную для здоровья. Подробнее об этом поистину важном и увлекательном чтиве расскажут наши эксперты.
Доброе утро. И сегодня в книжной рубрике мы обсудим книгу Майкла Поллана, которая называется «В защиту еды. Манифест едока». Эта книга будет интересна всем ценителям здорового образа жизни. В последнее время большинство из нас очень углубились в тему ЗОЖ, и порой мы не замечаем противоречий, которые каким-то образом навязаны и СМИ, и некоторыми исследованиями ученых. Современные люди настолько запутались в вопросах питания, что с некоторой осторожностью добавляют в свой рацион новые виды продуктов и переживают по поводу своего рациона. Я не буду пересказывать все содержание этой книги, посоветую вам ее прочесть, и думаю, что в некоторых деталях вы найдете для себя очень важную и полезную информацию. Как говорится, лучше один раз прочесть, чем 100 раз услышать. Автор называет эту книгу манифестом, который призывает присоединиться к движению, способному изменить современную систему производства и потребления пищи. Как говорит сам автор, лет 40 назад он не стал бы даже говорить о том, о чем пишет в последней трети этой книги, поскольку в ту пору следовать принципам, которые описаны в этой книге, смогли бы лишь те люди, которые готовы были бы вернуться к работе на земле, способные самостоятельно выращивать растения и животных. В ту пору этот манифест рассмотрели бы как за проявление безумия, поскольку на тарелках у большинства людей были лишь те продукты, которые были общепризнаны и навязаны идеологией нутриционизма. Тогда не было выбора, а сейчас он есть, и нам с этим несказанно с вами повезло, поскольку у нас есть возможность вернуться к нормальной и разумной культуре потребления настоящей еды. Я желаю вам приятного чтения, питайтесь правильно и будьте здоровы. Наверное, в какой-то мере я поддерживаю данное мнение, полагая, что природные продукты, которые исконно были приняты на той или иной территории, они правда полезны для нашего здоровья. Об этом можно спорить или нет, но прочитать книгу, я думаю, стоит каждому. Возвращаясь к народным приметам, в народном календаре 23 июля отмечен как праздник Антония Громоносца, покровителя монахов. Рыбаки на Антония Громоносца готовили снасти и отправлялись на рыбалку. Считалось, что если день дождливый, то клев будет отменный. Если листья березы начали желтеть, жди ранней осени. Утром трава сухая, к ночному дождю. Вот такие приметы. Но прямо сейчас не по приметам, а по прогнозу узнаем, что нас сегодня ждет в плане погоды. Итак, в центральных районах сегодня плюс 14, плюс 20, в Заречной группе 15-18 выше 0, в южных плюс 14, плюс 17, в Вилюйской группе 14-15 со знаком плюс, в Нижнеленских 11-21 выше 0, в западных плюс 13, плюс 18, в Колымо-Адыгейской группе Улусов сегодня 17-25 выше 0, в Янских 13-16 градусов тепла, на северо-западе плюс 9, плюс 10. В столице сегодня в 6 часов утра температура плюс 19 градусов, атмосферное давление 744 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Сегодня днем облачно, с прояснениями, ветер восточный 3 метра в секунду. Температура в столице днем плюс 26, плюс 28 градусов. Погода хорошая, летняя, жаркая, а прямо сейчас дополним ее последними новостями. Доброе утро. Коротко о самых заметных событиях к этому часу. В Госдуме предлагают разрешить многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами приобретать автомобили на средства маткапитала. Депутаты напоминают, что сейчас средства маткапитала имеют целевой характер. Их можно направлять на улучшение жилищных условий, получение образования, формирование накопительной части трудовой пенсии. А вот на машину на федеральном уровне маткапитал потратить нельзя. При этом в некоторых регионах такая возможность существует. В то же время автомобиль бывает жизненно необходим многодетной семье, а также семье, имеющей ребенка-инвалида. Особенно необходим автомобиль семьям, проживающим в сельской местности.
Очередной законопроект внесен в Госдуму. Группа законодателей предлагает прописать в законе срок предоставления военным жилья или денег на его покупку. Это серьезный шаг, так как пока в законе не предусмотрено сроков, в течение которых у военных и их семей должно появиться свое жилье. А это, в свою очередь, влечет дополнительные бюджетные расходы и, по большему счету, не решает проблему с обеспечением военнослужащего и его семьи жилым помещением. В столице республики продолжается ремонт дороги улицы Бестужева-Марлинского. В настоящее время строительная готовность составляет 20%. Завершился демонтаж пешеходных ограждений, ведутся работы по демонтажу покрытия тротуара и бортовых камней. В капитальному ремонту привлечены более 10 подрядных организаций. В начале сентября рабочие обещают проложить асфальт, ну а завершить работы планируют в октябре текущего года. Ремонт объектов реализуется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Всего предусмотрен ремонт 21 объекта дорожной сети. В рамках реализации 21 объект мы ремонтируем. Из них порядка 17 километров – это дороги с твердым покрытием, 13 объектов – это дороги переходного типа покрытия. Это объект у нас северный, Тоскул и птицефабрик. В настоящий момент работы ведутся по всем объектам, согласно графику производства работ. На участке от Богдана Чижика до Федора Попова ведутся работы подготовительные по замене грунта, замене основания, а также по установке бордюров. Готовимся к асфальтированию. Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о штрафах для лихачей на электросамокатах. В частности, если они уехали с места происшествия, придется заплатить до 5000 рублей. Но это если никто не получил травму. Штраф за превышение скорости зависит от того, насколько разогнался самокат. Максимум 5000. За езду в нетрезвом виде до 30 тысяч. Этот двухколесный вид транспорта с начала летнего сезона пользуется большой популярностью у якутян. Но вместе с популярностью растет и число тех, кто не соблюдает правила дорожного движения. По данным республиканского ГИБДД, происшествий с участием электросамокатов уже больше 200. С мая этого сезона, летнего сезона, у нас в городе появились очень много электросамокатов. Наверное, граждане это видят. На каждых площадях они стоят. С участием этого транспорта у нас в городе зарегистрировано уже 9, а 6 из них это с детьми. В основном дети нарушают правила дорожного движения. Это не спешившись переходят дорогу, катаются по двое, по трое. И к другим новостям. В 2024 году исполняется 85 лет лесному хозяйству Якутии и 80 лет организации авиационной охраны лесов от пожаров в республике. 14 февраля 1939 года было принято постановление Совета народных комиссаров об организации лесного хозяйства и системы лесов местного значения. Конечно, ежегодно проделывается огромная работа по сохранению наших лесов. Это и борьба с пожарами, и наводнениями, и многое другое. И рассказать об этом к нам пришел первый заместитель министра Джилустан Хон. Джилустан Иванович, доброе утро. Доброе утро. Но мы знаем, что произошло очень значимое событие, что наша землячка Варвара Михайловна, лесничий, заслуженный лесовод Российской Федерации, удостоилась высшей награды России, получила звание Герой труда от Владимира Владимировича Путина. Мы вас поздравляем с этим событием, ну и, конечно, присоединяемся к поздравлениям. Да, мы очень рады, что в 2017 году Варвара Михайловна удостоилась такого звания Героя труда Российской Федерации. И надо сказать, что это единственный лесничий Российской Федерации, который удостоилась такого высокого ранга, да, скажем. И я, как в то время заместитель руководителя департамента по лесным отношениям, имею к этому непосредственно в это время работал и вместе с руководителем Вячеславом Егоровичем Поповым мы ее поздравляли в это время. Ну, представление тоже, наверное, готовили. Да, я пользуясь случаем, хочу уважаемую Варвару Михайловну поздравить с юбилеем, 65-летием, пожелать ей крепкого здоровья, благополучия и быть примером всегда для наших подрастающих поколений во благо наших лесов, экологии, природопользования. И сегодня как раз я к ней поеду. Она живет сейчас в горном районе на заслуженном отдыхе. И обниму ее
поздравлю от всех наших коллег. Ну, мы присоединяемся, передавайте привет и от нас, наши теплые слова. Скажите, а что такое работа лесничего, в чем она заключается? Да, вот в республике у нас 25 лесничеств, да, по территории республики. А как мы знаем, территория республики — это 1/5 часть лесного фонда Российской Федерации, 255 миллионов гектаров. И больше 500 человек у нас вот, в лесничествах работают во благо сохранения лесов. То есть на местах весь перечень переданных полномочий осуществляется, да, это начиная от контроля тушения лесных пожаров, контроля за недропользователями, предоставлением участков в аренду, да, и, соответственно, лесовосстановление и так далее. Все вот эти перечни работ осуществляются на местах. Ну, в этом году у нас юбилей 85 лет лесного хозяйства, да. Мы его, как всегда, будем отмечать осенью, когда у нас стихнут лесные пожары. Будем поздравлять наше лесничество, лесничьих, отличившихся в текущем году. Ну, наверняка это будет большое событие, и не только юбилей, но и поздравления, потому что большая работа проводится. А, собственно, как проходит борьба с пожарами? Это самое актуальное время, наверное, летнее. Да, сейчас самая горячая пора по тушению лесных пожаров. К сожалению, текущий год у нас выдался очень сложным. В начале лесопожарного сезона у нас сложности были по Алюкминскому району, Алданскому. А сейчас мы видим, что ситуация у нас усложнилась на западе, там, в Верхнеалюйском районе у нас, да, и на севере. С каждым годом мы видим, что в северных арктических улусах у нас все больше лесных пожаров. Поэтому, А с чем это связано? ну, изменение климата, видимо, да, значит, очень много у нас сейчас грозовых разрядов, прямо мы фиксируем прямо тысячами. И, соответственно, каждый день больше 10 лесных пожаров мы фиксируем. Сейчас практически вот в Абыйском районе мы слышим во всех мессенджерах, что ситуация усложнилась. Там усиление идет с нашей стороны. В Верхнеалюйском районе 2 самолета Би-200 работают, вертолеты МЧС. Порядка 1600 человек на сегодняшний день работают по всей территории республики. И около 130 единиц техники. Кроме того, где-то около 580 человек федерального резерва из других регионов у нас приехали. И ЧС объявлен же у нас федерального уровня, да, вот, на территории республики. Поэтому со всех сторон у нас внимание огромное. Проводятся ежедневные совещания на федеральном уровне и республики, да. Вот, поэтому оперативно принимаются решения по тушению лесных пожаров, переброски сил и средств. Такая плотная работа ведется. Очень. Но знаем, что и по лесовосстановлению такая же плотная работа ведется в республике. Можно об этом подробнее, потому что это такая интересная тема, тем более, что можно в ней активно поучаствовать как волонтерами. Да, мы ежегодно, республика занимается лесовосстановлением на площади порядка 180-190 тысяч гектаров. Но у нас очень хорошо ведется самовосстановление лесных ресурсов, поэтому львиная доля — это, конечно же, самовосстановление. И, соответственно, у нас идет и компенсационное лесовосстановление, то есть это те объемы, которые недропользователи вырубают и обязаны по закону высадить. Это в районе где-то 5-6 тысяч гектаров. И очень большой объем у нас работают по государственному заданию. Это у нас автономное учреждение Якутлесресурс. Они проводят в основном содействие восстановлению лесных насаждений, лесовосстановлению. И надо отметить, что у нас республика в текущем году отмечена как лучшая в Российской Федерации в ряде регионов, как по лесовосстановлению. Так что территория у нас огромная, да, как я сказал, поэтому эта работа у нас ведется постоянно. Забот хватает. Да. Ну и в этой связи наверняка не хватает лесничих. Вот сейчас абитуриенты очень современные, они очень направлены на поддержанию экологии в мире, да, и задумываются о профессии лесничего многие. Куда можно поступить?
Да, мы очень тесно сотрудничаем в этом плане АГАТУ, да, нашему, и там готовят наших по направлению лесное дело, потом по направлению лесозаготовки, да. Мы являемся членами комиссий, там, да, вот, работники министерства. И надо сказать, что у нас несколько дней только осталось для подачи заявки. До 25 июля только это можно сделать через государственные услуги. И по тем позициям, которые уже целевые, да, можно податься вот через госуслуги именно в АГАТУ. Вот. Ну, то есть, если есть же такое желание, можно ознакомиться, выбрать себе работодателя. Да, тем более надо сказать, что вот, по поручению главы государства Владимира Владимировича Путина в следующем году у нас намечается такое повышение заработной платы именно лесничих, потому что это большая проблема для нас была. Низкая заработная плата работников лесной отрасли. И мы ждем вот 25-й год как такой положительный момент в этом плане, что у нас повысится заработная плата именно таких наших лесничих. Спасибо большое за подробную информацию. Вы нас всех успокоили, что работа ведется. Я уверена, что абитуриенты рассмотрят, что это не только благородная профессия, но и будет достойной оплатой. Желаем успешного завершения летнего сезона. Спасибо большое. Дорогие друзья, чрезвычайных ситуаций бывает множество. Вот одна объявлена в связи с пожарами. Это очень важно знать, уметь правильно себя вести в чрезвычайной ситуации. Об этом сейчас прям расскажем подробнее. Каждая опасная чрезвычайная ситуация имеет свою специфику. Зависит от многих условий – места, время, причины, ее вызвавшие и другие факторы. И требует конкретных действий человека с учетом реально складывающейся обстановки. Прежде всего, каждый человек должен выполнять ряд общих правил, позволяющих ему подготовиться к наиболее вероятным для мест проживания чрезвычайным ситуациям, чтобы они не застали врасплох. Если человек застал стихийные бедствия в квартире или дома, то обязательно человек должен плотно укрыть все форточки, окна, двери. Вот. Также, если балкон открытый, то убрать все предметы, которые могут унести ветром. Отключить все коммуникации, то есть это электричество, газ. И рядом надо держать с собой документы, на всякий случай, продукты питания, питьевую воду, медикаменты и фонарики или свечи. И ждать, пока утихнет этот сильный ветер. И когда пройдет данная стихия, то ни в коем случае нельзя сразу все это включить, коммуникации, поскольку может быть повтор. Поэтому дождаться, пока оперативную службу не доведут до населения, что можно включить все коммуникации, выйти на улицы и так далее. Вот. Если шторм застал на улице, в черте, скажем, города или населенного пункта, то если человек находится в общественном транспорте, это в автобусе, надо немедленно покинуть и укрыться в подъезде дома или капитального строения. Вот. И ни в коем случае нельзя находиться возле остановок или возле стен домов, тем более зданий незавершенного строительства или возле столбов ляп и так далее. Если человек застал сильный ветер или шторм, вообще вот на природе, где нету никакого строения, то человек должен бежать и найти какие-нибудь там овраг или яму и лечь, пока ветер не пройдет. И ни в коем случае нельзя подойти к деревьям или тем более сухостою. В летнее время нельзя находиться в кирзовых сапогах или обувь с какими-то металлическими предметами. Вы знаете, что металл имеет свойство токопроводимое, поэтому есть трагические такие случаи. Поэтому надо обязательно носить резиновые или кожаные обувь,
Люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут нуждаться в психологической помощи и поддержке. Психологическая поддержка – это система приемов, которая позволяет людям, не обладающим психологическим образованием, помочь окружающим и себе, оказавшись в экстремальной ситуации, справиться с психологическими реакциями, которые возникают в связи с этим кризисом или катастрофой. Помимо психологической помощи нужны практические знания. При задымлении совет в первую очередь без надобности на улицу не выходить. А если вы дома находитесь, обязательно нужно закрывать все окна. Но если есть такие отверстия, которые невозможно, допустим, его закрыть там стеклом или чем-то, обязательно нужно навешивать какой-нибудь влажной тряпкой, марлей, там простыни и так далее. Ага. А если есть какие-то щели, то вот щели тоже затыкаем обязательно. Дома делаем очень часто влажную уборку, потому что вот эти оседают вредные вещества, которые в первую очередь воздействуют на центральную нервную систему, на органы дыхания, сердечно-сосудистую и так далее. Поэтому пьем побольше воду и принимаем очень часто душ. Обязательно пользоваться повязкой марлевой. Желательно марля должна быть в 5 слоев, она должна быть увлажненной. В офисе тоже также закрываем все окна, затыкаем щели. Кондиционером пользуйтесь обязательно с очисткой воздуха. Водителям очень рекомендации не водить в это время машину. В первую очередь это видимость особо такая, теряется. Во вторую, даже, наверное, самое главное, это то, что человек не понимает того, что он отравлен. То есть это сразу воздействие на головной мозг, он может потерять сознание. А при сильном ветре, урагане, допустим, если вы находитесь на улице, отойти от этих поваленных деревьев, от транспарантов, вывески различные, баннеры и так далее. И отойти в более такое укромное местечко, где вас можно переждать вот эту бурю или ураган. Если вы едете за рулем, то желательно тоже остановиться, не водить машину, тоже оглянуться и посмотреть, нету ли таких тех же рекламных щитов и так далее, которые могут на машину упасть. Из машины не выходите, отворачиваетесь от стекла, то есть от окон, защищаете свое лицо, глаза в первую очередь, можно свою курточку уже накрыть. Если вы находитесь в помещении, тоже желательно уйти от окна и зайти в ванную комнату и тоже закрыться, или же там под стол. Если человека ударила молния, то сразу начинаем оказывать, потому что человек сразу теряет сознание. Делаем обязательно искусственное дыхание, непрямой массаж сердца. Когда человек уже приходит в сознание, естественно, его согреваем, даем там воду попить и обязательно обрабатываем места, потому что там ожоги же могут быть вход молнии и выход, эти места, они могут быть очень сильно обожжены. Если вы видите, что человек тонет, если вы себе не уверены в своих силах, не умеете плавать и по габаритам, если человек этот большой, вы лучше не лезьте в воду. Нужно обязательно позвать на помощь, громко кричать. Нужно кинуть ему спасательный круг, веревку какую-нибудь там, палку или что-то, чтобы мог человек ухватиться за него. Вытащили на берег. А в первую очередь нам нужно очистить дыхательные пути, то есть во рту может быть там ил, там камни. Запрокидываем голову и начинаем делать искусственную вентиляцию легких, то есть 2 вдоха и 30 нажатий. Таким образом, знание практических методов может спасти жизни людей. Аэлита Стручкова, Станислав Потапов, Якутск. Дружба и традиции сквозь года. 2 спортсменки, комсомолки и настоящие красавицы уже многие годы покоряют на 2 колесах просторы Якутии. Проехать всю Якутию на велосипеде – задача сложная, но достижимая для 2 якутских велосипедисток. Еще будучи студентками, с 1998 года 2 подруги решили каждый год покорять просторы республики на 2 колесах. С тех пор отправляться в дальние путешествия стало традицией. В этом году Ольга Семенова и Ангелина Петрова преодолели более 1000 километров от Якутска до Мирного. С собой они берут только самое необходимое, но даже это весит около 25 килограммов. Багажником на нее мы прикрепляем большую сумку, сумку-штаны называется, а здесь сумка маленькая для мелких вещей, допустим, зарядники, и здесь кормушка, тут можно еду, перекусы и еще мелкие вещи. Без воды у Ольги и Ангелины не обходится ни одно путешествие. В этом году женщины столкнулись с ее нехваткой, но жители села Идейцы пришли им на помощь. Когда мы проезжали село Идейцы Нюрбинского улуса, и там у нас закончилась вода. И мы зашли в первый попавшийся дом и попросили воду. Хозяйка этого дома позвала соседку,
а та соседка позвала другую соседку. Итого вся деревня собралась. Во всех поездках Ольгу и Ангелину поддерживают родственники. Мужья помогают с покупкой экипировки и планированием маршрутов, а дети звонят на протяжении всего пути. Мирный – конечная точка их нынешней поездки. Мирнинские дороги, по словам женщин, похожи на американские горки, много спусков и подъемов. В следующем году они планируют отправиться в новое велопутешествие из Новосибирска до Алтая. Вот такой он пример для подражания, который заряжает энергией, чтобы достигать новых результатов. Не заряжает? Но смотрите, есть еще один интересный пример. Так, 20 апреля этого года на международной выставке в Форуме России в Москве зарядка продолжительностью 20 минут забрала 5773 человека и побила рекорд. Вдохновляет? Отлично. Давайте подумаем, а сможем мы у экранов собрать еще больше? Ну, это как-нибудь потом, а пока репетируем и делаем зарядку. Доброе утро, с вами Федорова Галина, инструктор по сайклу и бодискульту. Сегодня мы будем тренироваться и мыть полы. Предлагаю, конечно, не брать половую тряпочку, а взять вот такие обычные полотенчики. Я вас призываю, перед тем, как приступить к силовым, надо размять все суставы. И начинаем с приседа. На одну ножку поставили салфеточки, носочек подняла, упор на подушечке, ножку отвела, села, поднялась, ножку привела, снова ввела, села, подняла и ускоряемся, хоп, поднялась, хоп. И все то же самое, переходим на другую ягодичку, качай. Ножку поставила на носочек, отвела, присела, хоп, к себе, отвела, села. Коленки стараемся вперед не уводить и ускоряемся, хоп. Когда понимаю ритм, можно сделать и побольше. Теперь с приседа переходим на выпад. Снова опорная нога стоит полностью на стопе, на носочек. И сзади отходим, хоп, везде прямой угол. Подняла себя, хоп, и подняла. Коленку вперед, стараемся не уводить. Весь тело на передней ноге. И можно также ускориться. Переходим на вторую половину. Опорная нога не забываем, вес на ней и на носочке, хоп, и обратно. Встать на выпад и обратно. Переходим на верхнюю часть, берем нашу салфеточку рабочую, ножки не отрываем уже от пола и уходим на отжимание. Хоп. И стараемся локти снова прямой угол 90 градусов. Везде и коленки, и наши локти. Везде прямой угол. Делаем по 10 раз и в другую сторону. Всегда делаем все на выдохе. Хоп, и стараемся удерживать прямой угол. Теперь мы перейдем на пресс. Кто занимается фитнесом, помнит, что у нас есть такой инструмент, ролик. Мы его катим и возвращаемся, пытаемся возвратить себе. Но если нет ролика, берем уже 2 полотенчика. Снова у нас ножки не отрываются. И уходим вперед и возвращаем обратно себя. Хоп. И мышцами пресса обратно тянем. Но тут почти работа всего тела идет. На укрепление мышц пресса. Ну и все тело тоже участвует. Хоп. И обратно. И таким образом мы приседы сделали, выпады сделали, отжимания на каждую сторону и проработали пресс. Всем спасибо за внимание. Буду с вами еще не раз. А кому-то и зарядка не нужна, они совмещают полезное с приятным на дачном участке. Оказывается, слово «дача» появилось в русском языке еще в начале XVIII века. Дачи называли земли, подаренные царем Петром I своим приближенным для временных строений вблизи новопостроенного Петербурга. Царские придворные жили в Москве, ездить в Петербург часто было трудно и накладно, а царь требовал постоянно присутствовать в новой столице, не на постоялых же дворах останавливаться. Поэтому были вот такие вот интересные дачи.
Ну, конечно, представить сейчас дачные участки таких глобальных размеров сложно, но, тем не менее, приятно осознавать, что именно от этого произошло такое теплое, хорошее слово «дача». Ну, а прямо сейчас переходим о том, какие важные даты и события приготовил нам день сегодняшний. На календаре 23 июля. Сегодня отмечают Всемирный день китов и дельфинов и День дачника в России. По народному календарю в этот день православная церковь отмечает память преподобного Антония Печерского, основателя Киево-Печерской лавры и покровителя всех русских монахов. На Руси в Антониев день особое значение придавали грому. Если именины святителя приходились на среду или пятницу и в этот день раздавались грозовые раскаты, это обещало хороший улов рыбы. Если гром на Антония был резким, ждали тихого дождя, а если гулким, готовились к ливню. Отмечали также День ряски – растения, маленькие листья которого часто можно увидеть на поверхности реки. Считалось, что в местах скопления ряски водятся русалки. Дождь ряску растит, а водяные девы рвут, говорили люди. На Антония ряску собирали с воды вилами, наполняли ею корзины и несли на скотный двор, где скармливали птицам. Использовали ее и в качестве удобрения. Девушки же по подобию узоров ряски на воде плели особые кружева, которые так и назывались – рясочники. День в истории. В 1774 году крестьянская армия Емельяна Пугачева взяла Казань. В 1881 году в Льеже учреждена Международная федерация гимнастики. В 1952 году в Египте произошел военный переворот. В 1985 году заступил на боевое дежурство первый полк межконтинентальных баллистических ракет «Тополь». В 1994 году вступил в силу федеральный закон о Конституционном суде Российской Федерации. В этот день родились Петр Вяземский, русский поэт и критик; Франческо Чилия, итальянский композитор; Густав Кафка, австрийский философ и психолог; Юрий Анненков, русский график и живописец; Владимир Климов, советский ученый в области авиационного мотостроения, конструктор, академик; Пимен, патриарх московский и всея Руси; Михаил Матусовский, советский поэт-песенник; Юрий Катин-Ярцев, советский актер театра и кино, педагог, народный артист РСФСР; Ричард Роджерс, британский архитектор; Александр Кайдановский, советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, педагог. Именины сегодня отмечают Антон, Георгий, Даниил, Леонтий, Петр. Очень часто бывает так, что человек умеет красиво мыслить, но не умеет красиво выразить себя в словах. И это ошибочное мнение, что как человек мыслит, так он и говорит. На самом деле это не так. Как порой бывает трудно высказать свои мысли, чувства, пересказать события или книгу. Поэтому очень важно тренировать свою речь. Умение говорить красиво – это ценнейший дар. Он помогает человеку производить впечатление, добиваться своих целей, легко адаптироваться к любой ситуации. И мы рады вам помочь в нашей постоянной рубрике. Доброе утро, дорогие телезрители! Лето 2024 года запомнится нам международными спортивными играми «Дети Азии» и 33-й летней Олимпиадой. История Олимпийских игр уходит вглубь веков. Об этом написаны многие книги. Но мы с вами не будем говорить о содержании книг, посвященных Олимпийским играм. Мы поговорим с вами о том, где они, книги, хранятся, а именно о библиотеке. Конечно же, стоит запомнить, как пишется это слово – библиотека. Мне очень помогает запомнить правописание знание происхождения слова. Так, слово «библиотека» вошло в русский язык в XV веке из латинского языка. А в латинском языке оно было образовано путем сложения двух греческих корней. Это слово корня «библиос» и корня «тека». Корень «библиос» обозначает «книга». Этот корень мы с вами встречаем еще и в таком слове, как «библия». А вот корень «тека» встречается нам не менее часто, например, в таком слове, как «аптека». А еще он есть во многих
словах современного происхождения, которые были образованы по образцу слова «библиотека». Картотека, фильмотека и даже дискотека. Давайте говорить правильно. Всего доброго! Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. С 2025 года в России возобновят индексацию пенсий работающим пенсионерам. Так, с будущего года ситуация изменится. Повышать пенсии будут всем пожилым россиянам, вне зависимости от того, продолжают они трудиться или вышли на заслуженный отдых. Причем у утвержденного механизма увеличения выплат работающим пенсионерам есть особенность. Она заключается в том, что индексацию станут применять не к фактически выплачиваемой пенсии, а к ее более высокому размеру, который учитывает все пропущенные повышения. Вездеходы из Якутии направят в зону СВО. На линии соприкосновения с вражескими силами боевая техника используется в основном для подвоза боеприпасов и вывоза раненых. Вездеходы могут двигаться со скоростью 80 км в час, легко преодолевая водные преграды. Их оснащают гранатометами, противотанковыми ракетными установками и пулеметами. Так, боевая техника, которую выпускают на базе предприятия «Рысь», стала надежной защитой бойцов-соотечественников. За месяц в цехе изготавливают 8 вездеходов. Один из них доставят 45-й бригаде, но перед доставкой его представят на выставке «Армия-2024». Все сами делаем, все сами варим. Также выхлопную систему все сами варим. Тормозная система стоит от ВАЗ, «Жигули», переднеприводной модели. Примерно 8 человек вмещается. То есть со всеми вещами, со всеми этими боеприпасами там. Если вот дадут нам землю, то цех уже будет уже не 120, а 1000 квадратных метров. Ну, как начнем, то будем собирать штук 15-16 в месяц. В результате пересдачи ЕГЭ 4 и 5 июля 122 выпускника смогли получить 100 баллов. Об этом сообщили в Рособрнадзоре. Больше всего тех, кто пересдал на 100 баллов по информатике. Так появилось 20 новых 100-бальников. На втором и третьем месте русский язык и профильная математика. Пересдачи по этим предметам принесли максимальные баллы 16 выпускникам. 8 по русскому и 8 по математике. Со спросом растет и предложение. Наступает сезон ягод, и на рынках города потихоньку начинает появляться все больше клубники, голубики, ежевики и малины. На данный момент на месте продаж преобладает привозная продукция, в основном из Краснодарского края. Главным лидером продаж является клубника. Стоимость за килограмм местной ягоды составляет в среднем 2500 рублей. Остальная продукция привозная и стоит чуть дешевле. Появление лесных ягод на прилавках ожидается в начале августа. Я предпочитаю, допустим, нашу местную ягоду, всякую голубику, эту, потому что она как бы витаминная у нас. Она выращена в диких условиях и собрана не в садовых условиях, вот как, допустим, а дикая, она всегда витаминная. Возьмите щавель витаминный дикий, вот возьмите всю брусничку, вот эту траву, которую надо попивать, баратен. И сколько усилий вот на это затрачено. Это бензин вам, пожалуйста, это где-то на лодке надо ехать. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Продолжаем делиться хорошими новостями. Вот и завершился масштабный проект «Вызов первых», который шагал по стране в течение всего учебного года и завершился для двух наших команд всероссийским финалом. Мы гордимся и поздравляем наших ребят, вошедших в топ-5 лучших команд огромной страны. Силовые упражнения, гимнастика, регби, прыжок в длину с мест, спортивная скакалка, метание мячей в цель, планка, челночный бег. Высшие баллы – это только основные виды соревнований. А рассказать подробнее к нам пришли заместитель директора по воспитательной работе школы номер 31 города Якутска Людмила Кулагина и ученица 10 Г-класса школы номер 31 города Якутска, член команды, участницы финала всероссийского проекта «Движение первых», «Вызов первых» Атабаева района. Доброе утро. Доброе утро.
Конечно, мы вас поздравляем, потому что это огромное достижение, войти в топ-5, это удивительно, когда команд, наверное, было очень много. Ну, более 60 со всей страны в 4 возрастных категориях. Поэтому, Потрясающе. А как вы попали во всероссийский проект «Вызов первых»? Ну, «Вызов первых» — это флагманский проект «Движение первых», и мы, как активные участники этого движения, соответственно, изучаем и включаемся в те проекты, которые нам предлагают. И «Вызов первых» пилотно был запущен в прошлом году, и мы уже попробовали свои силы в прошлом году, дошли каких-то этапов до дальневосточного этапа, и решили, что в этом году мы плотно займемся как раз-таки вовлечением детей в этот проект, и у нас получилось. С ноября месяца мы начинали подготовку. Это и регистрация детей на сайте «Движения первых», сбор команды, отбор. То есть это вот как бы такой большой подготовительный организационный этап получился. И получается, до марта месяца у нас прошел муниципальный этап, где наши ребята приняли участие 4 возрастные категории, от самых маленьких, первоклассники, начальная школа, вот до самых старших, 4-я категория района, собственно, самая старшая команда. Вот. И успешно прошли муниципальный этап. Значит, здесь достаточно большой вклад внесли наши учителя физической культуры. Это Помуль Анюта Александровна, Сивцев Александр Александрович, которые непосредственно занимались с ребятами, которые непосредственно собирали команды и готовились. Сколько основных видов там было у нас района в соревнованиях? Больше 10 основных видов, но было очень много дополнительных. Чем отличается этот проект от остальных спортивных проектов? Он не для спортсменов, он для любого ребенка, любого школьника. То есть сама основная цель — привлечь детей к занятиям, систематическим занятиям физкультурой. И там такие виды, которые дети придумали сами. Те участники движения, которые входят в него, они предложили, вот, а давайте это, давайте это. То есть, и вот наши городки, допустим, да, мы же не играем в повседневной жизни в городки. Здесь дети изучают эту игру, играют в эту игру. Городки, вышибалы, если вспомнить наше детство, мы во дворе играли, а теперь это вид соревновательный вид, который с успехом дети осваивают в рамках этого проекта. И таких видов там достаточно много. Ну, с преподавателями все понятно. Они очень горят желанием привлечь вас в спортивные секции, чтобы вы активно занимались спортом. Как вы попали в движение? Ну, то есть сначала со школы позвали, и каждый ребенок по конкретному виду показывал свои лучшие результаты. И у кого будет прям самый лучший результат, того человека уже отбирали на соревнования, и он до максимального своего лучшего результата старался его проработать, чтобы самый лучший результат на муниципальном этапе показать. Далее также на республиканском этапе прорабатывали намного лучше. Ну и финал — это прям конечная точка, где нужно было выложиться не на все 100, а на все 200-300%. А что было самым сложным в подготовке? Если в процессе подготовки, то физическая часть, наверное, проработка новых тактик и так далее. А если уже в момент самих соревнований, во время самого финала, то это климат в первую очередь, потому что было очень жарко. И в такую погоду физические нагрузки, это было, нужно было через это перешагнуть. Ну и эмоциональная устойчивость, настроиться на это психологически и эмоционально. Потому что осознавали то, что дается всего лишь одна попытка, и нужно показать свой самый лучший результат. Насколько сложно было работать командой? В принципе, было легко, потому что ребята более-менее друг друга знали, и это, наверное, наоборот, сплотило друг друга. И вот в совместных играх, в регби, в вышибалах очень хорошо взаимодействовали друг с другом. Ну, то есть это все репетировали, проходили, тренировались, да. Получается, у нас городской, да? Муниципальный городской, да, получается, потом республиканский. А вот региональный, это по рейтингу мы прошли, получается, по Дальнему Востоку. И представляли в итоге Дальний Восток и Республику Саха-Якутия. От Дальнего Востока 8 команд поехало, и 3 из них из Республики Саха-Якутия. Это очень хороший, достаточно... Сколько ребят входит в команду? 10 человек. Ну, в каждой возрастной группе, ну, до 15 можно с запасными, потому что они участвуют в этих соревнованиях не по олимпийской системе, по круговой, и не все сразу. То есть в каком-то виде принимает участие 4 человека, в каком-то виде команде участвует 5 человек, да, по 5 человек, как где-то по одному. Ну, то есть можно было выбрать лучших в своем направлении. Да, в каждом направлении можно было выбрать лучших, да. Что дальше?
Вот сейчас есть или уже? Какой настрой? Да. Вот района, я отсюда болела, потому что, поскольку понятно, что тренеры ездили с командами, да, в Казань, а отсюда болела, но вот настрой, я знаю, какой район, расскажи. Занять пьедестал, занять призовое место, уже показать свой самый лучший результат. Уже знаем, как что проходит там, какие недочеты были. Все это проработать, замазать ошибки и занять призовое место обязательно. Ну, наверное, капитан команды. Нет. Нет? Ну, они у нас все такие, все в команде именно такие. Все такие люди. Все настроенные активно. Ну, просто в этот раз 2 баллов не хватило до 3-го места. Всего 2 баллов? 2 баллов, ну, старшей возрастной категории, поэтому у них настрой такой, боевой. Хотят продолжить. Как педагог, как вы оцениваете движение первых? Какой потенциал у этого направления и что мы ждем при его развитии? Достаточно большой потенциал, потому что здесь есть нестандартный подход, и те виды спорта, которые предлагаются, они детям интересны. И когда мы, в любом случае, когда даже детей отбираем, они же знакомятся с этими видами спорта. Кто-то заинтересовывается каким-то видом спорта и продолжает им заниматься. То есть мы свою цель достигаем, привлекаем детей к занятиям физкультурой, так, чтобы у нас и все ресурсы для этого есть. 2 больших спортивных зала, 2 спортивные площадки, какие-то виды, которые в школе не преподаются, инвентаря нет, мы постепенно приобретаем. Ну, это не все сразу, естественно, но, тем не менее, расширяем возможности детей. И в этом году мы прошли отбор и станем флагманской школой «Футбол в школе». Теперь у нас еще одно, оно у нас развивается несколько лет, и вот те достижения, которые у нас есть, мы подали на отбор и входим теперь во всероссийский проект еще «Футбол в школе». Поэтому не стоим на месте, развиваемся дальше. Ну, желаем вам дальнейшего развития тогда. Да. Ждем новых побед. Ну, а вашей команде, безусловно, победы. Потому что, это большое достижение войти в 5, и, конечно, прекрасная цель занять пьедестал. Ну, тем более 2 балла — это какая-то мелочь. Да, какая-то мелочь. Поэтому вот здесь я хотела бы благодарить в первую очередь ребят, которые выложились на все 100 и получили заряд, и получили незабываемый опыт для себя, и сплотились как команда. И поблагодарить наших тренеров. Все, спасибо большое. Уже так мы присоединяемся к благодарностям. Желаем победы тренерам. Обязательно приходите к нам, поделимся и вашими впечатлениями. Ну, дорогие друзья, хорошего всем дня и отличного настроения.